Православные коми отметили один из самых главных дней в году – Светлое Христово воскресенье. Праздничные богослужения прошли во всех церквях региона, в том числе и в храмах, которые расположены в исправительных учреждениях. Евгений Ракин продолжит. Христос воскресе! Воистину воскресе! В 31-й исправительной колонии, что расположена в Микуне, воскресенье Христово началось с молебна. Его провел настоятель храма Почаевской иконы Божией Матери протоиерей Василий. Священнослужитель поздравил осужденных и раздал им угощение – куличи и крашеные яйца. Для многих из отбывающих здесь наказание женщин Пасха – это не только главный церковный праздник, но и светлые воспоминания о жизни по ту сторону колючей проволоки. Каждый год мы раньше с мамой в детстве куличи пекли, кексы, куличи. Это, наверное, самое яркое. Ходили в церковь, соответственно. Сейчас у меня дочка, с дочкой я тоже хожу в церковь. С детства всегда яйца красили, Пасхи ели, интересно было с друг другом. Дети яйца били, ходили по соседям, поздравляли. После торжественной службы лекция. Представитель Сыктывкарской Воркутинской епархии Руслан Искандаров рассказал об истории праздника и ответил на вопросы заключенных. Вообще, с переводом колонии из мужской в женскую потребность в храме, а нарекли его в честь иконы «Нечаянная радость», резко возросла. По словам отца Василия, женщины более отзывчивы и открыты к общению с Богом. Несомненно, для них это очень важно, что есть возможность прийти, поставить свечечку, помолиться Богу, подумать о своей душе. Вот. Поэтому это очень-очень важно. Я считаю, вот особенно в таких местах, когда есть вот этот такой глоток, когда человек может заглянуть в свою душу. В столице Коми тем временем уже вовсю отмечали Пасху. Одни молились и ставили свечи за здравие близких. Светло хорошо. За детей, за внуков, за здоровье, за благополучие всех. За родителей, за своих родственников, друзей, это за здоровье. Другие веселились от души. Юные прихожане с удовольствием били в колокола. Взрослые фотографировались рядом с огромным пасхальным яйцом. Скульптуру высотой в 7 метров специально открыли к Пасхе и установили рядом со статуей святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Светло, хорошо, чисто. Исповедовалась потом, слава Богу, вчера причастилась на Пасху, на праздник. Сегодня радостно уже встретила Господа. Встретились с женой, с ребенком, с семьей. Этот светлый праздник. Затем пошли сюда, в церковь. Многие горожане честно признались, Великий пост не соблюдали или старались придерживаться его лишь на последней неделе. Впрочем, покупательский спрос от этого не пострадал. Напротив, традиционная для Пасхи ярмарка за оградой Свято-Стефановского кафедрального собора и в этот раз порадовала горожан богатым ассортиментом. Такое соседство предприимчивого мирского с высоким духовным уже никого не удивляет. Честно сказать, это не есть хорошо, но с другой стороны людям тоже приятно. С Пасхой Христовой прихожан поздравил и епископ Петерим. Верующим заповедуется и в темнице сидящих посещать, и в больнице сидящих быть отзывчивыми и оставаться всегда верными Богу и родному православию. Хотелось бы пожелать быть верными, потому что когда есть вера отцов и прадедов, тогда по молитвам наших святых предков и потомство будет благополучным и счастливым. Это и есть путь на духовное становление. Это и есть вот та доктрина, которую выработало правительство наше, курс, над которым идет наша страна. И пусть Господь помогает всем нам в трудное, судьбоносное время. Христос воскресе! Воскресение Христово отмечают на протяжении 40 дней до праздника Вознесения Господня. Именно столько, согласно евангельскому повествованию, Христос пребывал на земле, являясь апостолом и раскрывая им тайны Царства Божьего, пока не вознесся на небо. Евгений Ракин, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Усть-Вымский район, Сыктывкар.